Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Наша с вами Россия – одна из самых многонациональных стран мира. На ее просторах живет более 190 народов и разных этнических групп, звучит свыше 270 языков и диалектов. Каждая республика, край, область несут свою культурную интонацию. От народных песен Кавказа до северных сказаний, от тюркских орнаментов до славянских узоров. Такое многообразие создает неповторимый образ страны, как огромного яркого букета полевых цветов. Разные по размеру и цвету, но собранные вместе, они выглядят единой природной, а не искусственной флористической композицией. Сегодня в регионах страны проходит фестиваль национальных культур, работают дома дружбы народов, реализуются образовательные программы по сохранению языков и традиций. Люди живут в уважении к культуре друг друга, в стремлении к миру и созиданию. О том, как сохраняется многообразие культуры и традиций в нашей республике, где в мире и согласии проживает более 130 народов и национальностей, мы сегодня поговорим с гостями моей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Якутия – уникальный регион с богатой историей межнационального взаимодействия. Что, на ваш взгляд, является основой вот этих крепких межнациональных отношений в нашей республике? Взаимоуважение, в первую очередь. То, что все национальности очень уважительно относятся друг к другу. Это немаловажно для сохранения своего самобытности и культуры, идентичности, тем более. А вот какие-то особенности именно с нашей республикой связанные есть? Недавно мы на эту тему разговаривали со студентами, и разговаривали мы по поводу 17 традиционных ценностей, которые утверждены президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И студенты очень четко выражали свое мнение, и там они нашли 3 основных ценностей, которые связаны вообще с межнациональными отношениями. Это, как вот моя коллега сказала, это взаимопонимание и взаимопомощь, это милосердие и это единение народов Российской Федерации. Так, с отсылкой к первому лицу государства, да? А вы как считаете, Ирина? Ну, я считаю, что самое главное – это делать одно дело. Самое главное – это иметь одинаковые цели и задачи. Вот это является основой дружных межнациональных отношений. Мы должны делать одно дело дружно, мирно и гармонично. Есть еще такое мнение, что когда на улице минус 50, то не особо ты тут не до выяснения, кто какой национальности, а когда речь идет о выживании. Нурудин, вы как считаете? Ну, у нас в целом, если говорить, у нас очень много общего вообще у всех народов, проживающих на территории Российской Федерации, поскольку Российская Федерация является такой определенной, можно сказать, преемственной страной постсоветского Союза. И во время Советского Союза, скажем, огромное количество разных народов, национальностей, в большинстве своем, которые на сегодняшний день Российскую Федерацию населяют, жили в мире, согласия и вместе, ну, как говорится, и победу вместе ковали, и все для этого делали. И оно как-то вот так уже передалось, и на сегодняшний день, мне кажется, нынешнее поколение, нам осталось даже не что-то так как-то приумножить, а сохранить то, что до нас и так дошло, и, как говорится, следует тому примеру, который нам уже ранее был показан. Ну вот вы упомянули про победу, про Великую Отечественную войну, да, и сейчас у нас идет специальная военная операция на Украине, и ну вот ребята, там наши военкоры, допустим, они говорят, что самые как раз вот примеры межнационального такого братства, самые яркие примеры, они как раз вот там на этой линии. Проявляются, да. На самом деле так и есть. Вот у нас в Молодежной ассамблее есть такой проект, который мы ежегодно реализуем. Это уроки памяти и мира, где представители разных народов, национальностей, не обязательно те, которые являются выходцами из Российской Федерации, даже это могут быть страны, дружественные страны СНГ, где мы в учебных заведениях, в школах, например, в высших учебных заведениях, в средних учебных заведениях, непосредственно каждый рассказывает о своих дедах и прадедах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. И когда такой определенный калейдоскоп складывается того, что, к примеру, там представители, условно скажем, там армянского народа, азербайджанского народа, таджикского, узбекского, якутского, там, то есть представители разных народов, и когда школьники видят, что вот
не только, условно скажем, представитель там, народа Саха, или там русские, там, или там еще какие-то другие национальности, да, что эта победа ковалась всеми вместе, и мы протягиваем определенную такую линию, красную линию, можно сказать, между событиями, которые были 80 лет назад, и тем, что происходит на сегодняшний день в зоне проведения специальной военной операции. Что там тоже таким же образом, бок о бок, представители разных народов, разных национальностей. Зачастую в одном блиндаже могут быть там, как говорится, люди разных и верований, и национальностей, но они бок о бок защищают нашу Родину. И поэтому у нас, как говорится, такой пример, он и 80 лет назад был у наших, скажем, дедов-прадедов, и на сегодняшний день в нашей молодежи он тоже имеется. Да, и один из самых ярких примеров это как раз вот этот легендарный танк Алеша, да. У нас же вот недавно прошел антифашистский форум, где был выставлен, ну, подобный танк, на котором написали Алеша. И вот русский танк, в экипаже русский, Саха парни, татарин. Да. Ну, И- они все считают себя русскими. Да, да, это имеется в виду. Считают себя, да, на самом деле, вот когда мы говорим, есть у нас президент нашей страны очень часто любит упоминать такую определенную формулу Расула Гамзатова, когда Расул Гамзатов говорил, что в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, а за пределами, за рубежом я русский. То есть имеется условно определенная такая формула русского человека, если говорить. То есть внутри страны мы можем быть представителями разных народов и национальностей, но за пределами нашей страны мы все ассоциируемся, и имеется в виду, на нас смотрят как в целом, как на русских людей. И поэтому, да, у нас государствообразующий народ, это имеется в виду русские, и я считаю, что никоим образом никто из нас не должен как-то, словно скажем, стесняться называть себя как таковым перед лицом всего мира. Ну вот, кстати, вы вот эту тему затронули. Раньше употреблялось слово «россияне», да, вот говорили «россияне». Сейчас в значении «россиянин» все чаще употребляется «русский». И даже Владимир Владимирович, Ольгой помянутый, он же говорит, да, что вот я русский, есть ролик такой, я русский узбек, я русский еврей, я русский чеченец, я русский бурят, я русский калмык. Имеется в виду, что вот русский тут как в значении россиянин, как слово прилагательное. Да. Вот. И то есть вы считаете, что можно, да, так Я считаю, не называть? просто можно, я считаю, так и нужно. Почему? Потому что для всего внешнего мира мы, условно скажем, где-то... Ну, Russian, да, это россиянин, и русский, там нет значения. Например, Russian, Russian. внутри страны мы можем, условно скажем, говорить, да, я там выходец с такого-то региона или представитель такой национальности. Как говорится, мы очень начали часто упираться на слова президента. Наша сила в нашем многообразии. Так и есть. Внутри страны. Но за пределами нашей страны на нас все смотрят не как там представители там, якут, там, условно скажем, или другие национальности, русские, и все. И когда ты за пределы, например, вот я часто, периодически, когда выезжаю за пределы страны, и когда спрашивают, откуда ты, я говорю, я там оттуда, оттуда с такой, а это типа, это что, откуда? Когда говоришь Раша, все, поняли, типа, русские. Просто мы на внешность, может быть, разные русские за границей, но внутри страны, да. Но за пределами, я считаю, мы так и должны себя называть. Почему? Потому что на нас так и смотрят. Мы все вместе должны укреплять нашу общероссийскую нацию. Да. Вот это вот на данном этапе. Да? Но в то же время мы должны сохранять свою идентичность, что у нас свои обычаи, традиции, у нас внутри страны свой согласен. язык. Вот это вот главное. Да, и вот мне кажется, что когда слово «русский» употребляет значение «россиянин», это немножко вот русских этнических как-то общем-то, как будто теряется, да. как-то ущемляет, что ли. Этнических русских, государственно образующую нацию как-то. Есть они или нет, да, как будто бы так получается. Но и русские, и другие все национальности, они должны сохранять Потому свой что- язык и свою культуру. Потому что песни, традиции, фольклор, я знаю, что вот как раз потомки ямщиков очень бережно к этому относятся и очень все это сохранили, даже, может быть, не так, как вот там на материке, имеется в виду европейской части России. Да. Мы только что приехали с большого проекта
ямщицкий перезвон от Удмуртии до Якутии. И там, в общем, мы пели свои старинные песни, не только в Удмуртии, но и в Ярославской области, в Москве. Они этих песен не знают и не слышали никогда. Это песни, привезенные нашими предками в середине XVIII века, и которые сохранились до сих пор. И даже вот сейчас мы думаем о том, что наши же предки уже во втором-третьем поколении начали говорить на якутском языке. Да. И именно благодаря вот песням, хороводам, вот этим русским посиделкам, вечеркам, они сохранили свой родной язык. Наши бабушки на русском языке уже не говорили. Они говорили только на якутском языке, но пели вот эти свои песни на русском языке. Но это вот как пример, это Да. Русское Устье, да, у нас на Индигирке Да. есть, там Там еще раньше, вообще чем уникально. Чемищики, там Ну. со времен Ивана Грозного, значит, бежали русские люди подальше от опричнины, от всего этого, и сохранили прям буквально вот говор, Говор. 15 даже, Да. даже века. И очень показательно, что здесь, в Якутии, мы их как отдельный Этнос. да, Да, субэтнос. субэтнос определили у себя, чтобы сохранять тоже, как коренной малочисленный народ Да. Севера, сохранять их культуру, Да. традиции и обычаи. Мне кажется, это здорово. И вот, Рузанна, к вам такой еще вопрос по поводу вот этого русский, не русский, потому что армяне – это одна из таких наций, которые по всему миру расселены, да, во всем мире очень много армян и известных, и мы знаем все, и всему миру известные примеры, да, как там певица Шер, я не знаю, там, и так далее. И вот вы вот как про себя говорите? Я русский армянин, я американский армянин, я армянский армянин. Якутский армянин. Якутский армянин. Так можно говорить? Но я на примере себя скажу, что, например, если мы каждый год участвуем на саммите диаспор в Армении, это у нас в Армении проводится ежегодный саммит, где собираются все представители армянской диаспоры по всему миру. Это где-то собирается примерно 6 тысяч и более человек от разных уголков мира. И когда спрашивают, а вы откуда, в первую очередь я говорю, я из Якутии. Вот, а потом говорю, я из России. Якутия – это субъект Российской Федерации. Но практически все знают, где Якутия. Особенно европейцы хорошо знают территориально, где Якутия Да, находится. это с недавних пор каких-то. Да, и как бы всегда спрашивают, ой, а как вы там живете? Я говорю, очень хорошо. В плане вечной мерзлоты, то, что всегда холодно, я говорю, очень хорошо. То есть на улице может быть минус 50, а в душе плюс 50. Поэтому там говорю... И всегда, кстати, я во время вот таких собраний, да, привожу пример Якутию. Говорю, что у нас представители более 130 народностей, и все живут бок о бок, уважительно относятся друг к другу, ценят культуру друг друга, всегда изучают, и мы с любовью, так сказать, интегрируемся в это общество, потому что нам это общество дает возможность и полноценно интегрироваться, и при этом сохранять свою идентичность, как национальность, свою культуру показывать. И всегда вот привожу положительный пример. Ну да, и свою Да. религию, наверное, у нас в Якутске самая северная армянская церковь в мире. Да, армянская церковь – это самая северная и единственная, которая стоит на сваях. Ну что ж, У нас вот, извиняюсь, когда вот приезжают гости, да, всегда смотрят и очень удивляются, почему они на ножках стоят. Прям так говорят, почему они на ножках? Вот, мы им объясняем, что с учетом вот крайнего севера, Вечной это мерзлоты. да, вечной мерзлоты так необходимо. Поэтому всегда вот, когда рассказывают, обычно делают акцент на то, что церковь стоит на сваях. давайте прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о межнациональных отношениях в нашей республике. И
до перерыва говорили о том, как тут все хорошо, но все-таки есть вопрос, какие угрозы, какие сложности, угрозы, так скажем, вы видите в области межнациональных отношений в республике вот сегодня? Есть ли такие вообще? Ну, вообще, во всех национальных республиках это видят, это эксперты отмечают, но это не изнутри самих республик. Это, конечно же, внешняя среда подталкивает на то, чтобы осветить такие темы. Они очень чувствительны, и везде сейчас в средствах медиа и так далее есть такое понятие рейтинга, цитируемости средств массовой информации и компонентов медиа. Поэтому, конечно же, это подогревается. Но у нас в республике Министерство внешних связей совместно с Домом дружбы народов ведут очень хорошую планомерную работу, потому что мы видим не только вот накануне праздника народного единения мероприятия, есть очень хорошие многомасштабные профилактические мероприятия, работа с диаспорами, работа с мигрантами, она очень хорошо ведется. Единственное, что мы за последние 5 лет стараемся, это детально, как можно обстоятельно освещать в средствах массовой информации. Ольга, а вот поясните, пожалуйста, так вот на пальцах, да, что такое межэтническая журналистика и почему ей нужно учить, чем она отличается от обычной журналистики? Вообще межэтнической журналистики и межэтнической теме очень мало нормативно-правовых актов. С точки зрения регулирования каких-то споров и полемики публичной, мы имеем не очень плотную законодательную базу. В связи с этим возникает вопрос, насколько мы бережно относимся друг к другу на публичных площадках, да? Поэтому, когда мы говорим о другом народе, о другой национальности, мы не понимаем иногда, как может восприниматься этот вопрос другой национальностью. То есть те традиции, которые есть, и они разные, языки разные, некоторые слова даже не переводятся, да, так художественно, как на родном. Вот начнем отсюда, да? И поэтому каждое слово, оно должно быть выверенное, аккуратное и уважительное. То есть все-таки это об уважении друг к другу, да, то, с чего мы начали. Да. То есть просто про это нужно не забывать, про это нужно напоминать, этому нужно учить. Да. То есть мы должны понимать, когда мы говорим об одном народе, мы должны интегрировать его в современное и полномерное общество. То есть то, что говорят на языке дизайна, полнометражная картина должна сохраниться, когда мы упоминаем друг друга. То есть мы без друг друга не можем, это мы понимаем, но целостную картину нарисовать фрагментарно невозможно. Поэтому вот с этой точки зрения мы стараемся приобщить молодежь к речи, к слову и красивым картинкам, которые не отличаются от реальной жизни. Но если говорить об угрозах, тут, конечно, есть угроза исчезновения родных языков. В настоящее время очень много времени уделяется для сохранения языков народов, которые проживают у нас в Республике Саха-Якутия. Начиная с коренных малочисленных народов, даже язык саха находится под угрозой. И другие народы тоже стараются, в том числе и армяне, создавать воскресные школы, чтобы дети изучали свой родной язык. Потому что каждый народ, он должен бережно сохранять свой родной язык. Мы это работаем, мы проводим декады. Мы очень рады, что еще появился новый праздник только что, да, который называется День языков народов России, 8 сентября. И мы дальше будем работать по этой теме, потому что нам очень нравится, когда народы приходят и пишут диктанты на родном языке, на родных языках. И таджики, и узбеки, и тувинцы, и буряты, и армяне, все пишут на
родном языке. Там надо видеть лица этих людей, которые пишут диктант на родном языке. Там сразу видно, что они начинают вспоминать свою родину, своих родных, своих предков, потому что язык, он очень, вот, в общем, крепко сидит вот внутри каждого человека, наверное. Родной язык, язык своей матери, язык своего отца. Рузанна, расскажите про воскресную школу. Воскресная школа у нас была открыта в 2015 году официально, но до этого в 90-е годы у нас тоже был маленький кружок изучения родного языка, но потом как-то вот закрылось, и официально вот когда мы открыли армянский культурный центр, мы внутри данного культурного центра открыли воскресную школу. В данной школе мы изучаем армянский язык и литературу, историю Армении, а также у нас есть разные кружки. Это кружок шахматов, армянские национальные танцы, игра на национальных инструментах. Для нас сохранение своего языка – это одно из важнейших, так сказать, элементов сохранения своей идентичности, самобытности, культуры и нации. То есть мы считаем, что каждый армянин по происхождению, да, он должен знать свой язык, свою культуру, а также свою веру, потому что христианство у армян стоит тоже на таком главном месте. Это единственное государство, которое на государственном уровне первым приняло христианство в 301 году. И за протяжение многих веков ни разу не меняло свое направление, свою веру. И поэтому для нас также была задача открыть армянскую церковь. Потому что у армянской церкви чуть-чуть другое направление, чем от православной, да, церкви. Поэтому у нас у армян есть такое, как сказать, в крови оно сидит, что если вот в этой республике, в этом государстве, то есть собралось энное количество армян, так сказать, то нам обязательно нужно иметь свое гнездышко, свое место, где мы можем прийти, помолиться. Да. Ну, это как про наших говорят, про нас, что если где-то за границей или в другом городе больше 5 якутов, то обязательно они будут праздновать Исэх Да. весной. Или даже не якутов, даже выходцев из Якутии. Якутяне, да, потому что всех национальностей якутяне, они собираются на Исэх обязательно. Да. Ну, Родин, расскажите вот про вашу молодежную ассамблею. Что там вот в этом направлении делается? Ну, Молодежная ассамблея вообще изначально организация создана для объединения представителей молодежи тех народов, которые проживают у нас на территории Республики Саха-Якутия. У нас есть ассамблея народов Якутии, мы ее так называем, да, взрослая ассамблея, это где вот представлены непосредственно старшее поколение, и есть молодежная ассамблея, руководителем которой являюсь я, где молодежь имеет возможность, то есть это определенная площадка, где ребята могут высказывать то или иное свое мнение, например, реализовывать те или иные свои проекты, и вместе с этим, как говорится, собравшись вместе, объединившись, можем делать что-то совместно. Это на сегодняшний день молодежная ассамблея, если говорить, представители более 30 народов являются членами молодежной ассамблеи, проживающих на территории Якутии. Это и выходцы из иностранных стран, иностранных государств, и выходцы непосредственно с регионов нашей страны, непосредственно выходцы из Республики Саха-Якутии. И за счет этого и такой очень такая хорошая идет коллаборация между представителями разных народов и национальностей. Такой очень уникальный проект хочу рассказать. Это у нас читаем стихи Кулаковского на родных языках. Такие, можно сказать, один из таких основополагающих проектов именно про единение, если мы говорим. То есть вы якутского классика Кулаковского перевели на языки? Да, да, на более чем 20 языков. И даже есть, имеется в виду, произведение Кулаковского, имеется в виду обращение к среднему поколению, да, оно переведено на более чем... Есть такая маленькая, как в форме брошюры, ее даже выпустили, напечатали. На более чем 20 языков ребята взяли, просто перевели по, можно сказать, там, четверостишьям,
имеется в виду. И таким образом это сделали. И я больше скажу, что некоторые ребята, даже не зная ну, полностью так литературно, скажем, своего родного языка, дабы, чтобы на их языке тоже кулаковский звучал, они там звонили бабушкам, там, знакомым, друзьям, куда-то там себе в республику, может быть, в область, в другую страну. Типа, каким образом это вот так, ну, чтобы максимально было правильно, красиво, ну, дословно, чтобы перевести. То есть у ребят был такой интерес к этому, благодаря которому они не просто перевод кулаковского там, на какой-либо другой язык, но вместе с этим они этим самым познавали свой родной язык, свою родную какую-то культуру. Я даже по себе скажу, что я именно свою родную, ну, я вот аварец по национальности, да, свой родной язык, я вот, ну, дома всегда на нем говорили, вот как говорили, так оно и было, но чтобы как-то читать литературу на аварском языке, там, часто как-то имеется в виду писать на аварском языке, я знаю, умею, но в практике как таковой это, ну, редко очень бывало. Но благодаря тем или иным проектам, которые молодежная ассамблея Вы реализует, можете четверостишее на аварском прочитать Кулаковского? Кулаковского, там есть, да, определенный, например, вот именно кусочек, из, да, из кусочек маленький. всего произведения, оно на аварском языке звучит таким образом. Киринушканиги нужеда гуртор хликлю нужрука. Это именно на аварском языке звучит таким образом, но... А что означает? Если говорить, мы переводили всегда, с русского языка переводили, то есть где бы вы ни были, чтобы вы всегда были едины. И имеется в виду, и поддерживали друг друга. Здорово, спасибо вам большое. Давайте прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о межнациональных отношениях, говорим о вызовах, которые стоят в этой области, об опыте Якутии в сфере межнациональных отношений. И когда мы говорили вот о вызовах, да, тут еще, мне кажется, вот такая тема есть, поскольку Ольга начала про журналистику, вот про медиа в целом, даже не про журналистику, а про медиа, про соцсети, про то, что вот есть угроза, которая идет извне, да, потому что мы все чувствуем, ну, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, о том, что все-таки пытаются явно раскачивать национальные регионы, и вот эту вот национальную тему, ее прямо стараются качать вот эти вот какие-то конфликты, небольшие, может быть, конфликты даже там, не на национальной почве, пытаются из него раздуть национальные. Вот, сейчас это в России, мне кажется, в национальных регионах везде есть такое. Вот, ощутили вы это? Да, они расколоть хотят наше общество. Это же уже давно идет. И мы не должны этому сдаваться, потому что наши народы, они крепкие. У нас в трудовых коллективах работают люди разных национальностей, но мне кажется, там вообще не смотрят, кто какой национальности, потому что они делают одно дело. В Доме дружбы народов у нас всегда очень много национальностей. Мы различаемся только своими традициями, обычаями, да? Но все мы хотим одно, хотим быть счастливыми, хотим быть любимыми, хотим, чтобы над нами было мирное небо. И мы все разные, но мы все равны, мы говорим. Мы все дружны, гармоничны. Мне бы хотелось дополнить, вот, Нурудина, по поводу, позвонили бабушке, дедушке, да, и тут у нас года 3 назад родился проект с ребятами, уже со школьниками, «Память предков. Генеалогия моей семьи». И в нашей республике очень многие семьи уже давно исследовали свое генеалогическое древо, родословную свою. И у детей появилась некая база, фундаментальная база, куда они могут обратиться. И вот ежегодно, 3-й год, мы проводим научно-практическую конференцию, печатаем мини-книжки в наших журналах, делаем материалы с ребятами в формате сторителлинга. И есть семьи, которые в своей родословной прописали 600 с лишним фамилий.
И там есть люди разных национальностей. Конечно. Да, и невозможно, нас, мне кажется, если у нас будет ребенок знать, что в ее роду очень много национальностей, где люди живут, которые в других регионах Российской Федерации, в других странах мира, мне кажется, это очень хорошая форма приобщения детей к нашему вопросу. Да, быть информированным, значит быть вооруженным, как говорят. Ну, то есть на истории семьи, да, на Да, примере истории да. семьи. То есть мы же всегда эпитетами пользуемся. Россия это большая семья из многих национальностей. Это семья семей. Да? Поэтому семья, которая начинается с родного гнездышка, от мамы, папы, бабушек, дедушек, это основа всего. Ну и да, действительно полезно знать, знать свои корни. И как говорят же, что люди, которые не знают прошлого, они не имеют будущего, да? Да, так и есть. Есть такое. Ну, у нас, да, немного вот хотелось бы добавить. У нас в последнее время особенно часто, я вот у некоторых людей на статусах вижу и вообще просто, ну, как-то давно вычитал такое выражение: если хочешь победить врага, воспитай его детей, да? Есть такое очень крылатое выражение, и оно на самом деле так и есть. На сегодняшний день у нас, вот мы говорим о внешних каких-то угрозах, большинство вот эти угрозы, они направлены даже не на старшее поколение. Почему? Потому что старшее поколение людей, это уже которые состоявшиеся, уже какие-то определенное мировоззрение есть у людей, имеются в виду какие-то уже жизненные принципы. А молодежь это, как говорится, как листок, да, на ветру, куда ветер подует, туда он и пойдет. И поэтому на сегодняшний день пытаются именно раскачивать молодежь и делают все возможное для того, чтобы максимально воздействовать на молодых ребят и чтобы эти молодые ребята уже не задумывались о своей какой-то культуре, о своем народе, о своем родном языке. Сегодня есть молодые ребята, к великому сожалению, которые говорят: зачем мне там учить родной язык, и лучше я выучу какой-нибудь иностранный вместо этого. Типа, какой мне толк будет от моего родного языка? Я вот, это, в том плане, что типа это такая очень обособленная среда, где я только смогу говорить на этом языке. Лучше я какой-то там международный язык иностранный выучу и уделю этому больше внимания, дабы это мне какой-то такой, в перспективе будет больше пользы. Но я говорю, мне жалко, говорю, тебя, если ты именно такими способами смотришь на мир и именно такими принципами руководствуешься. Но поэтому нужно и свой язык знать, и все-таки нужно и переводить. Это само собой, на русский язык конечно. тоже, Я да? я абсолютно согласен. Почему? Потому что, чтобы и другие народы имели возможность, к примеру говоря, вот я на сегодняшний день изучаю якутский язык, активно изучаю якутский язык, дабы, чтобы читать те или иные, к примеру, произведения якутских авторов, чтобы на языке оригинала. Почему? Потому что как на языке оригинала, ты все равно это не поймешь, чтобы осмыслить и понимать, что я имел в виду. Я знаю людей, которые учили те или иные языки, дабы читать книги тех или иных, к примеру говоря, писателей или там, к примеру, литераторов, чтобы понимать на самом деле, о чем человек говорил, чем человек руководствовался и о чем он мыслил. И поэтому нужно переводить на язык такого общего общения, на сегодняшний день это русский язык, да, дабы, к примеру, другие представители других народов тоже имели возможность узнать, по-другому, но никак. Хотели добавить, Я да? хотела сказать о том, что мы настороженно относимся к представителям других народов, потому что мы не знаем их культуру. Да. Мы не общаемся с ними. Когда мы вот в Доме дружбы народов все собираемся, настолько мы становимся близкими друг к другу, потому что мы знаем, что мы настолько богатыми стали, потому что мы изучаем их культуру, знакомимся с их культурой. И я вот в Доме дружбы народов пока работаю, я настолько богатым человеком стала, потому что я общаюсь с людьми разных национальностей. И чтобы у нас была гармония, мне кажется, больше надо общаться друг с другом, с другими национальностями, с другими людьми, чтобы знать их культуру, знать вот что они думают. Тогда идет как раз вот это взаимопроникновение и взаимообогащение, да, культур разных. Взаимообогащение идет от наших культур. Поэтому все равно вот традиции и обычаи, они очень похожи друг на друга. Хотя мы совершенно разные, но у нас похожи традиции, обычаи. И поэтому нам надо больше общаться, чтобы у нас в республике был мир, гармония.
Обязательно надо Буквально общаться. сегодня я получила заметку одного из студентов, который занимается в школе межэтнической журналистики. Дело в том, что на прошлой неделе мы в онлайн-режиме встречались с Пензенской школой межэтнической журналистики. Там работает эта школа первый год. И этот студент написал такое: «Я не хочу, чтобы культура стала экспонатом для музея». Это ребенку, ну, это, да, мальчик, которому 18 лет. И он сказал еще, между Якутском и Пензой 7682 километра. И несмотря на это, наши культуры очень похожи. Да, очень похожи, потому что они сосредоточены на человеке. Вот ребенок 18 лет, мне кажется, Какой мудрый. это так искренне, да, и вот о чем говорит Елена Горовна. Да. Надо общаться. Потому что все равно в центре человек, да, и в центре, ну, земля, да, земля у нас одна, и поэтому в любые национальные традиции, вот, которые уходят куда-то вглубь, да, корнями своими, они очень похожи, потому что мы когда-то я ездила в Грецию, мы там показывали исэх, да, элементы исэха, и вот эти греки говорили, что это прямо вот как у нас в Древней Греции очень все похоже. Да. Вообще в мыслях даже такого не было, да, что вот такое огромное расстояние. А оказывается, когда вот эти мифы и легенды Древней Греции, которые ты с детства там, по книжкам знаешь, когда ты прикасаешься к месту, где они живые, да, тут такое-то вообще такое чудо происходит, и понимаешь, что на самом деле и наши традиции ведь живые. И мне кажется, сила вообще Якутии в том, что тут вот хранят свои традиции и народа Саха, и других народов. Да. Да? Вообще уникальность в целом нашей страны заключается в том, что представитель любого народа без исключения имеет возможность сохранить и свою идентичность, и свою культуру, и свои традиции, и свой родной язык. Вместе с этим, к примеру говоря, не ущемляя какие-либо другие языки. Это очень уникальная история, и помимо этого мы все имеем возможность укреплять нашу общую, например, российскую, можно сказать, да, русскую культуру, русские традиции тоже. Чего не скажешь, например, вот мы же все с вами свидетели, как говорится, в социальных сетях наблюдаем и по телевизору в целом видим, как есть некоторые страны, где там проживают представители там, 2 или 3 народов, и как они между собой, какое враждебное отношение у людей. В России на сегодняшний день проживают представители около 190 национальностей и народов, да, и мы все, как говорится, слава Богу, живем в мире и согласии. Может быть, какие-то конфликтные моменты бывают, но зачастую это не на национальной почве, а на бытовой почве. Но это, кстати, еще потому, что, вот как говорят, что Россия – это единственная империя, которая сохранила, значит, за собой такую территорию. Да? Почему? Потому что, в принципе, Россия не была колонизатором в том смысле, как европейские страны были колонизаторами, когда они там изначально бремя белого человека, и они любого аборигена ставили изначально ниже себя. Никого не поглощали как таковой, да. А русский народ чем и отличался, что когда они Кавказ завоевывали, в Якутию когда пришли, они же с одними там ссорились, с другими роднились, в жены брали, то есть не в наложницы, там, а женились перед Богом, и с одними местными элитами договаривались, с другими ссорились, ну вот интегрировали, в общем. Да, диалог всегда имел место быть. И сами быть. интегрировались, вот как ваши предки выучили якутский. Да, якутский язык, а куда деваться? Куда деваться? А сейчас это уникальность, что мы сохраняем русскую культуру, но говорим на якутском языке. Это вообще уникально. Ну что ж, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за интересную беседу. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.